Сегодня у нас наиважнейшая тема, и это правда, наиважнейшая тема завета. Вся Библия от Бытия и до Откровения, она говорит о заветах, которые Бог заключал с людьми через представителей человечества. В начале сотворения мира отношения Бога с человеком, Адама и Евы, они были близкие отношения. Но потом, с момента грехопадения, грех стал преградой, и эти отношения были нарушены. И поэтому Бог начал заключать с людьми завет, чтобы эти отношения восстановить. Что такое завет? Завет – это договор, это соглашение, это союз между двумя партнерами, которые посвящают себя друг другу. И заветы, они бывают разные. И все формы этих заветов мы видим и в своей жизни, и мы их видим в Библии. Какие же есть заветы? Сейчас попробуем включить. Заветы бывают словесные, не включаются. Заветы бывают словесные, когда в центре стоит слово, то есть человек дает обет какой-то, обещание, клятву. И первый завет был заключен Богом с человеком, не включено. Был заключен Богом с человеком, именно словесный завет такой был. Второй завет – это трапезный завет, когда в центре стоит совместная трапеза. И этот завет, он выше словесного завета. И такой завет человек, Адам, заключил, вы знаете, с кем? С змеем, да? С дьяволом он заключил такой завет. И третий вид завета – это кровный завет. Кровный завет это самая высшая форма завета. И в этом завете мы с вами состоим, драгоценные. Самый распространенный на земле завет – это, как вы видите уже на слайде, какой? Брачный. Брачный завет. Он включает в себя все три завета. Потому что молодые, когда они женятся, они что? Дают обет друг другу, обещание хранить верность, быть всегда в радости и в горе. И они совершают эту совместную трапезу, кормят друг друга, там совместным одним ножом разрезают там торт или караваем кормят и так далее. И третий – это кровный завет они заключают, это в идеале первая брачная ночь, скажем так. Но любой завет, да, который существует, он имеет какие-то последствия. Это будут или благословения, или проклятия, в зависимости от того, выполняет человек это условие завета или не выполняет. Наш Бог – это Бог завета. И Он свидетель всех заветов, которые заключают люди на земле. Всех. И Он стоит, защищает заветы, которые люди заключают на земле. И Божий завет – это способ показать нам, людям, что значит настоящая любовь и что означает настоящее посвящение до конца дней. И мы с вами, как дети Божьи, мы должны быть также людьми завета. То есть мы должны мыслить, как люди завета, поступать соответственно, жить, как люди завета. То есть, несмотря на то, что какой-то партнер, допустим, человек, он неверный, мы с вами должны всегда оставаться верными. И наша задача сегодня с вами, драгоценные, посмотреть те заветы, которые Бог заключал с людьми. Собственно говоря, понять суть этих заветов. И, конечно же, мы основной упор сделаем на Новом Завете, в котором мы с вами состоим. Всякие долговременные взаимоотношения, которые устанавливает человек с Богом, они строятся на завете. И в основе завета лежит жертва. То есть единственный путь, как можно войти в завет с Богом, это только через жертву. Почему так? Да потому что Бог, Он свят, и ничто нечистое не может к Нему
прийти, прикоснуться к Нему, войти в этот свет Божий, ничто нечистое. И поэтому, чтобы человеку греховному войти в общение с Богом, ему нужно прежде всего что? Очиститься от грехов, чтобы этот грех, он был прощен. И простить это означает прикрыть грех так, чтобы его не было видно. А что мы знаем? Каким образом этот грех может быть смытый, прощенным? Без пролития крови нет прощения греха. И поэтому драгоценная жертвенная кровь животных, она на время всего могла прикрыть человеческий грех. И только драгоценная кровь нашего Господа Иисуса Христа, она смогла навсегда смыть и уничтожить грех человека. И давайте мы с вами перейдем все-таки к заветам. Завет, заключенный Богом через Адама, это словесный завет. И он относится к кому? Он относится ко всем потомкам Адама, то есть и к нам с вами. Почему? Потому что и благословение, и проклятие этого закона, этого завета, они распространяются на нас с вами также. И где этот завет записан? Он записан в Бытие, в первой главе, Бытие 1 глава, 28 стих. Бог дает такое обетование, повеление, обращается впервые к человеку, и он говорит: владычествуйте. Владычествуйте, не переключается, владычествуйте над всей землею, над животными, над птицами, над морскими, так сказать, да, над птицами, над морским миром и так далее. То есть он дает владычество. И сам завет, он записан у нас в Бытие, 2 глава, 16-17 стих. И о чем этот завет? О чем этот завет? Бог человеку говорит, что от всякого дерева познания добра и зла, да, вкушай, но только единственное, не вкушай от дерева познания добра и зла. От всякого дерева вкушай в раю, но только от дерева нельзя этого вкушать. И что же человек делает? Человек, этот завет, вы знаете, он нарушил. Да? Он нарушил. И как следствие, что он получил? Он получил проклятие. Получила проклятие, вся земля проклята из-за этого. И человек, он лишился этой райской, благословенной жизни. И он стал жить земной жизнью, которая полна трудностей. И он добывает свой хлеб в поте лица своего. Чего он лишился? Он лишился доступа к дереву жизни, то есть он лишился бессмертия. Человек стал смертен. Вместо жизни он получил смерть. Вместо здоровья он получил болезни. Вместо свободы он получил рабство. И это все то, что мог ему предложить взамен дьявол. Какой же можем мы сделать вывод из этого? Что этот завет, он был завет послушания, да? Единственное условие было послушание. И вот нарушение всего одной заповеди, оно привело к таким трагическим последствиям для всего человечества. Римлянам 5:12 мы видим, что Бог говорит человеку, вернее, я хотела все-таки переключить, но не хочет переключаться. Ладно. Значит, посему Римлянам 5:12. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть вошла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Завет, заключенный с Богом, через Ноя. Драгоценные, тут особо говорить нечего. Этот завет, он написан очень кратко, и суть этого завета в том, что Бог дает просто без всяких условий, дает обещание человеку, что он никогда не будет потоплен мир, все живое именно водой, да, не будет потоплен. И как знак завета он ставит радугу. И поэтому, глядя на... Я постоянно отвлекаюсь, я не могу переключить слайды. И
Он ставит, значит, радуги, поэтому, глядя на небо, на радугу, мы можем просто радоваться жизни. Следующий завет – это завет, заключенный Богом через Авраама. Вот на нем давайте, пожалуйста, немножечко остановимся больше. Бог заключает завет с одним человеком, Авраамом, и одной семьей. Для чего он заключает? Он заключает вечный завет для того, чтобы его воля исполнилась на земле. Это вечный завет. Смотрите, драгоценные, что же Бог обещает Аврааму? Это написано в Бытие, в 12 главе, с 1 по 3 стих. Угу. Бог обещает Аврааму, что он будет его Богом и Богом его потомков. Он обещает ему, что он его размножит, да, и сделает отцом множества народов. И также он обещает, что даст во владение им землю. И драгоценные, он обещает это Аврааму, его семье. Но мы имеем к этому завету какое-то отношение? Да. Да, библейские студенты точно знают, и они отвечают: да, имеем. И самое непосредственное отношение мы к нему имеем. Почему? Да потому что в Галатах 3:13 написано, что благословение Авраама через Христа Иисуса, да, оно распространяется на нас, на всех людей, на язычников распространяется. И что это за благословение? Это получение Духа Святого верою драгоценное. Поэтому благословение пришло на всех людей, на всех. Этот завет драгоценный, он был безусловный. И он и есть безусловный. То есть Бог его исполняет. Единственное, есть знак завета. И этот знак завета, это что было для евреев? Что это было для Авраама и его семьи? Обрезание, да, физическое обрезание крайней плоти. Это было физическое обрезание крайней плоти. А для нас, драгоценные, в Новом Завете, что это есть за обрезание? Это духовное обрезание сердца, которое происходит у нас, значит, через водное крещение, когда мы посвящаем себя Господу, когда мы умираем для греховной жизни и когда мы живем для жизни с Господом, да, начинаем жить. И таким образом происходит это обрезание. Я бы хотела, чтобы мы открыли Римлянам 2 главу, 28 и 29 стих. «Ибо не тот иудей, кто такой по наружности, да, и не то обрезание, которое наружно, по плоти, но тот иудей, который что? Внутри таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве». В Бытие 15 главе описан сам процесс, как проходил этот кровный завет между Богом и между Авраамом. Мы на нем сейчас останавливаться не будем, потому что тема у нас очень огромная, ее нужно уместить так кратко. Но суть в том, что Бог действительно провел по всем законам, как должно быть этот кровный договор. И он написал в 18 главе, что в тот день заключил Бог завет с Авраамом, когда были рассечены животные, когда пошел по пути крови. Авраам, он прекрасно знал, что он вступил в такой союз, который является гарантом самых прочных, самых таких основательных, самых нерушимых отношений. Почему? Потому что он жил в то время, когда люди заключали такие кровные заветы. И что это означало для них? Это означало полное посвящение друг другу. Это называется жить друг для друга. И в то время нарушить такой завет, это вообще казалось, вообще было немыслимо. И никто такие заветы не нарушал. И поэтому, драгоценные, я хочу предложить вам, чтобы мы сегодня с вами посмотрели 9 шагов в еврейском кровном завете, которые они были. Почему? Да потому что все эти 9 шагов, они есть в нашем Новом Завете с Господом. Понятно? Мы тогда познаем глубину нашего Нового Завета, в котором мы находимся. И первый шаг – это обмен одеждой. Смотрите, что это означает? Когда человек вступал в эти заветные отношения, он менялся одеждой. Что это означает? Он передавал власть. Потому что по одежде, да, мы судим о том, к какому сословию относится человек. Что еще происходило? Это означало, что все мое твое.
и все твое мое. То есть вот такой. Скажите, а мы с вами произвели в Новом Завете такой обмен? Спасибо. Да, произвели. Как? Мы отдали Господу эту греховную природу нашу, не природу, а грязную одежду греховную. А взамен мы взяли Божью одежду праведности. И сейчас для духовного мира, драгоценные, все вы выходите в белой, царской, чистой одежде. Духовный мир это видит, кто вы на самом деле. И каждый из нас, конечно же, должен понимать, драгоценные, что это произошло. Да? Все мы отдали, все Богу, да? То есть отдали в Его распоряжение. А взамен что мы берем, драгоценные? Все Его наше. Мы наследники Божьи, мы сонаследники Христа. И все, что имеет Христос, имеем мы. Это завет. Понимаете? Вы и на это имеете право, потому что вы в этих договорных отношениях с Богом. И второй шаг – это обмен поясами. Что носили на поясе? На поясе носили какие-то оружия, да? То есть это был обмен силой. Это обмен силой. И люди часто заключали завет именно с этой целью, чтобы обезопасить себя. Кто-то сильнее, да, обезопасить себя. Смотрите, драгоценные, а мы с вами обменялись такой силой? Мы взяли силу Божью? Да и аминь. Деяние, мы знаем, 1:8 написано, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый. И мы приняли эту силу. Она у нас есть. А что мы отдали? Мы отдали свои немощи, скажем так. Нам-то взамен что можно было отдать? Свои немощи мы отдали. И поэтому, когда мы читаем Писание, когда мы видим, допустим, такие места Писания, где написано, что если Бог за нас, то кто против нас? Или тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Вы должны понимать, что это завет. Это завет, мы на это имеем право. Мы в завете с Богом. И третий шаг, который делали, это жертвоприношение. Это обязательно. Значит, брали обычно крупные животные, их рассекали пополам. Почему крупные? Потому что должно быть много крови. Вот по этой крови ходили те партнеры, которые вступали в этот кровный завет. Они ходили восьмеркой, останавливались лицом к лицу и говорили клятву этого завета. Они клялись с ним. И что же они подразумевали? Они говорили так, что я вступаю в этот завет через смерть. Вот это животное, оно мой представитель, оно умерло за меня. И поэтому, вступая в этот завет через смерть, я не имею права жить уже для себя. Если потребуется, я умру за тебя. Вы чувствуете, да, как в Новом Завете? Я умру за тебя, и я свои интересы ставлю выше своих интересов, твои выше своих. Смотрите, почему Авраам, он смог отдать своего единственного сына, рожденного от Сары, он мог отдать на жертвенник. Почему он мог? Во-первых, он знал, что это завет, он в завете с Богом, а во-вторых, у него было обетование, что в Исааке наречется тебе семя. И он поэтому верил, что если Бог сказал в завете, что в Исааке наречется семя, значит, с этим Исааком ничего не случится, Бог его воскресит. Вы понимаете? Человек был с завета, и он понимал, что это такое. И поэтому Бог через 2000 лет, Он смог выполнить также и свою заветную часть. И когда была нужда у потомков Авраама, мы потомки Авраама, когда была нужда у потомков, Бог что отдал? Своего единородного Сына, Иисуса Христа, точно так же, как это сделал Моисей. И давайте посмотрим следующий шаг, это надрез на ладони. Что делали партнеры завета? Они надрезали, вообще завет означает берит, да, берит слово означает надрезать так, чтобы потекла кровь. И вот те, которые вступали в завет, они соединяли так свои вот ладони, вот здесь соединение, чтобы эта кровь, она как бы смешивалась. Почему? Да потому что в крови написано душа человека. И они говорили, моя душа, теперь твоя душа, теперь моя душа. Понимаете?
Вот почему они так делали. Скажите, для нас в Новом Завете это что? Ну, мы предыдущие не сказали, что, ну, естественно, Иисус, Агнец, наша жертва, да, и мы входим в завет только через жертву Иисуса Христа, если мы в это верим. И здесь, что для нас в Новом Завете? Мы, когда придем с вами в прославленных телах, мы увидим эти проколы, которые были от гвоздей на ладонях нашего Господа Иисуса Христа. И пятый шаг – это обмен именами. Партнеры менялись полностью именами или меняли какую-то, брали часть из его имени в свое имя. И вы знаете, что в православии те, кто принимали водное крещение, там обязательно дают новое имя при крещении. Почему? Да это потому, что часть завета дают новое имя. А мы с вами, драгоценные, мы взяли имя Христа. Иисус Христос. А мы кто? Христиане, Он помазанник, и мы помазаны, и Он дал власть и силу в своем имени. Его имя – это наше имя драгоценное. И шестой шаг – это видимый шрам. И люди не просто не делали надрезы, они втирали туда почву. Для того, чтобы этот надрез, он был видимый, шрам оставался. Вот, чтобы люди видели, что он в завете. Это напоминание о том, что в завете. И нам рассказали такую интересную историю на библейских курсах, когда один человек, его назвали король джунглей, потому что он заключил заветы со всеми племенами в Африке. И он был недосягаем, его никто не мог прикоснуться. Понимаете, все встанут на его защиту. Поэтому он был королем. Вот. А вы, драгоценные, у Иисуса они остались шрамы. Шрамы остались на теле. Мы помним это. Седьмое, что делали партнеры, вступающие в завет, это провозглашение условий завета. Они провозглашали это. И мы видим, когда завет, который был заключен через Моисея, и Моисей поставил 6 сыновей Иакова на одну гору, которая называлась Горизим, гора благословений, а вторые 6 сыновей, они стояли на горе Гевал, гора проклятий, и они провозглашали благословение и проклятие этого завета, в который вступают. А что у нас? Нам нужно всегда говорить на себя, смотреть. А что для нас это в Новом Завете? Эти есть провозглашения условий завета? Драгоценные есть. Это Нагорная проповедь. Иисус много чего сказал, что нужно для того, чтобы войти в Царство Божье. И я только остановлюсь на некоторых моментах. Он сказал, что если праведность ваша не превзойдет праведность книжников фарисеев, вы не войдете в Царство Божье. Да? Наша праведность превзошла праведность книжников фарисеев? Да и аминь. Драгоценная, у нас праведность Христа. Он сказал, будьте совершенны, как Отец вас совершен. Мы совершенны? Да, в Евреях написано. Он единократным приношением Иисус Христос сделал нас совершенными. Мы совершенные в Духе, мы новое творение во Христе Иисусе. Мы соединены с Господом, мы совершенные. И что Он еще говорит, чтобы мы любили врагов, благословляли проклинающих нас, да, молились за гонящих нас и так далее, и благотворили ненавидящим нас. Это что значит одним словом? То есть мы должны любить людей Божьей любовью. И Бог есть любовь, и Он в нас. Он излился в нас. И чтобы все это выполнять, жить этим, нужно быть где? Во Христе, драгоценные. Это возможно только во Христе. Это не своими человеческими силами мы можем все это сделать. И следующий шаг – это трапеза завета. Скажите, какие основные атрибуты трапезы вообще мы знаем? Это хлеб и вино. Хлеб и вино, которые что символизируют? Хлеб – тело, а вино – это кровь. То же самое. Мы с тобой одной крови. Да? Люди поели с одного рога друг друга, твоя душа, моя душа. Они кормили хлеб, едим хлеб, принимая вместе эту вечерю. То есть что это? Что ты принимаешь этот хлеб, он становится частью тебя. Вот так точно. Теперь я в тебе, а ты во мне. Вот что понимаем. И когда мы принимаем с вами вечерю, мы должны понимать, что это завет, это заветные отношения. Мы это все едим вместе. Сейчас вечеря, да, для нас, она должна открыться по-другому. Всегда напоминание, что вы в завете драгоценные с Богом. И следующий шаг – это памятник воздвигали. Люди обычно завет этот заключали не где-нибудь в какой-нибудь там каморке. Они заключали на возвышенных местах, они выходили на какую-то скалу, гору и
тогда, или воздвигали, если это равнина, они воздвигали какое-то, потом это место делали памятным, чтобы оно было. Скажите, пожалуйста, что для нас является этим памятным местом? Что это? О чем памятник? Голгофский крест, совершенно верно. Крест, которым для нас мир должен быть распят, и мы для мира, как говорил апостол Павел. Вот о чем мы. И, то есть вы видите, какая глубина раскрывается Нового Завета? Вы понимаете, эти 9 шагов, когда вы осознаете, пройдете, еще раз повторите, углубитесь в эту тему. Это глубина, вы в завете драгоценные. Но враг обманывает вас. Многие не знают, христиане, что они в завете, что они имеют, какие права у них, и поэтому они этим и не пользуются. Давайте посмотрим следующий завет, который Бог заключил с Богом через Моисея. Этот завет, он у нас заключен уже с конкретным народом. С каким? С Израилем. И он написан, вот как вы видите на слайде, в Бытие, он описан во Второзаконии 5-6, он 5-6, да. Описан он в Исходе, в 19-20 главе, пожалуйста, можете себе сфотографировать это. И чтобы войти в этот завет, надо было родиться, прежде всего, физически евреем. Или же принять гиюр, то есть обряд посвящения в иудаизм. И другим путем ты не можешь войти в эти заветные отношения. Что же это был за обет такой, завет такой? Он был условный. И чтобы получить благословение этого завета, нужно было очень сильно стараться. Скажем так, это было вообще невозможно, его исполнить. И что же Бог обещает? Бог обещает, что Он благословит израильтян, можно следующий слайд, благословит израильтян во всех сферах жизни. И Он защитит израильтян. Следующий слайд, пожалуйста. Защитит израильтян всегда. И Он также их обещает это все сделать при одном условии. Что Он сделает их уделом, что Он сделает царственным священством еще. Все-таки не переключили, да? Драгоценно, не получается, да? Угу. Я бы так перечислю, значит. Он обещает, что сделает царственным уделом, да, и священниками сделает. И все это при условии, что они будут исполнять и заповеди, которых сколько было? 10, да? 10 заповедей, которые написал Бог на скрижалях. И также должны были исполнять весь закон. И вот нарушение чего-либо в законе, оно вело к тому, что это означало, что нарушен весь закон. Весь закон. И на протяжении всего завета она льется кровь жертвенных животных, потому что природа человека, она греховная, и она не меняется. То есть грех, он прикрывается, но природа не меняется. Поэтому человек грешил, приносил жертву, кровь проливалась, грех прощался, человек опять грешил, опять жертва, опять кровь, опять прощение. И это бесконечная череда. Оно все это двигалось. И отношения в этом завете, они были основаны все-таки на страхе неисполнения и на страхе получить наказание. Что же мы с вами можем взять с этого завета? Что мы можем взять? Смотрите, драгоценные, 10 заповедей, которые были даны, они для нас актуальны еще? Да, это Божьи стандарты святости, драгоценно их никто не отменял. И первые 4 заповеди мы сократим. Первые 4 заповеди можно объединить и сказать, что это одна заповедь. Объединить ее в одну. Какую? Любить Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением твоим, всей крепостью твоей. Да? И вторая заповедь, это, 6 заповедей из 10, они можно объединить также в одну. Люби ближнего, как самого себя. И оба эти заповеди, они какие? Новозаветные. Правда же? Они написаны в Матфея, 22 главе, 37 и 39 стих. Изучая Ветхий Завет, мы с вами можем удостовериться в том, что все-таки попробуйте слайды нам сделать, потому что будет тяжело людям воспринимать все на слух. Удостовериться нам в том, что
Новый Завет, он гораздо лучше, и в нем даны лучшие обетования, нежели в Ветхом Завете. И в чем же это превосходство нашего Нового Завета, в котором мы пребываем? А прежде всего в том, драгоценное, что мы с вами теперь получили оправдание полностью. Все грехи, они прощены, они уничтожены. Все грехи. Что еще? Что мы оправдываемся верой, а не своими делами, да, которыми невозможно было вообще оправдаться. Вот. И нам даны обетования не только для этой земной жизни, но даны обетования для будущей жизни. То есть нам дано обетование жизни вечной. И в Новом Завете нету такого понятия, как проклятие. Вот. В Ветхом Завете были установлены некоторые принципы. Я хочу обратить внимание на два из них, таких важных принципов, которые были также перенесены и в Новый Завет, в котором мы с вами находимся. И вот эти принципы нам с вами, драгоценные, нужно понять и практически ими жить и применять. Но прежде чем мы к ним перейдем, я хочу все-таки, чтобы мы с вами вернулись к Новому Завету. К Новому Завету. И все-таки скажите, пожалуйста, вот где этот Новый Завет у нас записан? Вот мы везде говорили, Бытие там то-то, Исход такой-то, а где записанный Новый Завет? Ага. Библейские студенты скромничают, остальные, наверное, не знают. В Бытие, значит, мы читаем в Иеремии 31 глава. У нас слайды, к сожалению, что-то никак. Да? Иеремия 31 глава, это у нас 12 слайд, драгоценные. Значит, Бог говорит, что я вам зачитаю, 31 и 33 и 34 стих. «Ибо вот завет, который я заключу с Домом Израилевым. После тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренности их, и на сердцах их напишу его. И буду им Богом, и они будут моим народом». Драгоценные, Бог наш Бог? Да. И закон где? В сердце. И этот закон не надо бояться, что мы из-за страха исполнять. А мы как? Из-за любви к Богу мы это делаем. Аминь. Вот. 34 стих. «И уже не буду учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более». Аллилуйя. Аллилуйя, драгоценные. Бог восстанавливает мир по своему изначальному плану. И это главная цель Нового Завета. Бог восстанавливает мир по изначальному своему плану. А что это значит? Это значит, что мы имеем полное оправдание, да? В Иисусе Христе мы полностью, грехи все наши уничтожены, и их не вспоминается. Это значит восстановление близости с Богом, да? Вот это отношение с Ним. Это значит, что люди познают Бога, входят в эту близость. Это значит единство верующих в Боге. Единство верующих. Вот главная цель Нового Завета. В этот завет могут вступить кто, драгоценный? Там было только Израиль, там еще кто-то, да? Кто в этот завет может вступить? Все. Все люди, вне зависимости от нации, национальности, расы и так далее, все люди, они могут вступить в этот завет. Скажите, он условный или безусловный? Совершенно верно. Новый Завет, он безусловный. Он безусловный. Бог простил все грехи, все беззакония всем людям. Всем. Без всяких условий. Полностью. Без условий, драгоценные. И Иисус пролил свою драгоценную кровь за всех, за грехи всего мира. И Он заплатил полную цену, потому что наказание за грех – смерть. И что Он? Он умер. Он полностью умен. И в Новом Завете на греческом мы говорили, там было берит, а здесь слово завет означает диатека, диафекс, как кто переводит его, греческое слово. Но оно уже означает не такой вот равнозначный, понимаете, партнерство, союз, а это уже такой однобокий, скажем так, союз, когда один партнер имеет возможность, да, имеет благословить другого.
ему есть чем это сделать. Иисусу было чем это сделать? Было. А мы что могли дать? Кроме своих долгов ничего. Но стать драгоценной, смотрите, но стать действенным участником этого завета, да, и получить все благословения этого завета, нужно все-таки кое-что делать. Если бы не надо было ничего, а вот Иисус умер на кресте, и все, тогда бы все люди прямиком уже с того времени, 2000 лет, бы шли прямиком в рай. Все. Но этого не происходит. Почему? Да потому что есть кое-какие условия, которые нам нужно все-таки. И мы одно из них назвали. Какое условие? Наличие веры во Христа. Аминь. Без веры, драгоценные, как мы можем войти в Царство Божье? Как мы можем? Никак. И Иисус, Он четко говорит, Иоанна 3,36, мы не будем открывать, потому что, тема большая. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не имеет жизни вечную. И Иоанна 8,24, слова Иисуса, там сказано, «Потому я вам сказал, что вы умрете во грехах ваших, если не поверите, что это я». Понятно? То есть вера, она обязательно должна быть. И нам нужно с вами иметь не просто веру, драгоценную, но нужно иметь действенную веру. Действенную. Вера, она должна быть действенной. Вера без дел, она мертвая вера. И к действенным шагам веры что можем отнести? Это водное крещение. Водное крещение. Когда это видимый шаг веры. И у Марка 16:16 мы знаем, как оно звучит. Кто будет веровать и креститься, тот спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Вот. Водное крещение – это посвящение, это умирание для себя и начало жизни для Господа. И следующее условие, для того, чтобы получить все благословения все-таки завета, да, это нужно принимать вечерю, что мы с вами и делаем. Иисус сам говорит, что если кто будет это делать, тот будет иметь жизнь в себе, а кто не будет делать, тот не будет иметь жизни в себе. Там следующий слайд, там опечатка есть. Иоанна 6,54 я вам зачитала, а не 34. Смотрите. То есть мы это понимаем, да, что это обязательно делать нужно. И следующий шаг – это нужно пребывать во Христе. 2 Коринфянам 1:20 так и звучит. «Ибо все обетования в Нем да и аминь». Совершенно, где обетования все? Все благословения где? В Нем да и в Нем аминь. И последний такой пункт, да, это познание Бога. Обязательно должно быть. Мы должны поставить познание Бога на первое место. Также это самое. Почему? Да потому что, смотрите, что Иисус говорит. Он говорит, «Сия есть жизнь вечная». Это в Иоанна 3,17. «Да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». И это слово «знают» – это геноска. Это имеется в виду не просто поверхностное знание, это близкое знание. Это слово, оно используется, когда написано «Адам познал Еву». Это интим даже описывается вот этим словом. И поэтому Иисус Христос, если есть возможность, переключитесь на слайд 13. И поэтому Иисус Христос в Иоанна 7 главе, 21 по 23 стих, Он говорит о чем? Он говорит о том, что не всякий, говорящий мне «Господи, Господи, войдет в Царство Небесное». Но кто войдет, да? Кто? Ага. Драгоценные. Не всякий говорящий, да? И он что он скажет, да, значит, что исполняющий, да. Но он говорит, отойдите от меня, я никогда не знал вас. Они делали чудеса, они изгоняли бесов, они исцеляли, они чудотворили Его именем, а Он говорит, отойдите от меня, я никогда не знал вас. Что это значит? Это значит, что они знали Его на уровне разума, поверхностно, вот этой близости не было. Понимаете? Поэтому это обязательно. И что же, вообще-то наша жизнь драгоценна, это познание Господа.
Это познание Господа. Это наша жизнь вообще. И апостол Павел, он Филиппийцам 3:8, он так и говорил, что для меня, значит, познание Господа он ставил на первое место, это был приоритет номер 1. Он говорит, все остальное я почитаю за ссор, за мусор. Все ничто, только познание Господа. И давайте мы с вами быстренько вернемся все-таки к принципам, которые я озвучила, и которые были в Ветхом Завете, и которые перешли в Новый Завет. И первый принцип – это те уникальные отношения, которые Бог желает иметь со своим народом и с каждым верующим в том числе. И что же это были за отношения? Это были такие отношения, которые возможны только между супругами, между мужчиной и женщиной, которые состоят в законном браке. И Бог сравнивает свои отношения с Израилем как взаимоотношения мужа и жены. И Он называет сам себя, Он называет супругом. И смотрите, есть несколько пророков, такие как Езекииль, например, в 16 главе, Иеремия в 3 главе, Осия во 2 главе. Они употребляют терминологию, которая соответствует именно брачным взаимоотношениям. И в Осии во 2 главе, я не знаю, вам прокручивает? Нет, слайд 14 есть? Нету. Угу. Слайд 14, пожалуйста, если можно. Ага. В Осии во 2 главе он говорит, что придет тот день, когда вы не будете называть меня Ваали, то есть господин, а будете говорить муж мой. Муж мой. Это он о себе говорит. Вот. И также здесь в Осии он говорит, несколько употребляет такие слова, как «я обручу тебя». Это в 19 стихе, там, в 20, по-моему. «Я обручу тебя себе, обручу тебя в праведности, в истине». Это он говорит об Израиле. А в Иеремии Бог говорит о том, что он говорит о вероломной измене. То есть вероломная измена, она возможна только когда в законном браке, правильно, вот, состоят. И он говорит, что «я дам тебе разводное письмо дочери Израиля». Разводное письмо, когда, да? Когда в замужестве только можно быть. И он говорит, я сочетался с тобою. Это все слова, которые Бог употребляет в этом. Но Бог, драгоценный, хочу просто сказать 2 слова, Бог не просто за измену, Он Израиль не отверг навсегда, Он остался верен, и Он любит Израиль, и Он вернет их в эти отношения, и будет им как супруг в вечные отношения, вот в этом вечном Новом Завете. Брачному союзу предшествует что, драгоценное? Предшествует посвящение обеих сторон, мужчины и женщины. Они посвящают себя друг другу. В блудных отношениях мужчины и женщины, они хотят получить физическое удовлетворение, но без каких-то обоюдных обязательств и без этого посвящения. И вот услышьте то, что я хочу вам сказать. В духовной жизни верующий никогда поистине не познает Бога, и он не получит тех желаемых отношений, да, с Богом до тех пор, когда он полностью и целиком не посвятит свою жизнь Богу. Бог не будет жить в блудных отношениях, драгоценные. И поэтому нужно это посвящение. Как это мы делаем? Мы это делаем через водное крещение, да, умираем для себя, для него, мы говорим. И как это можно сделать? Это можно сделать и словесно. Вы это можете сделать на домашних группах, вы можете сделать в другом каком-то обществе, это сказать. И это сделано молитва на выезде перед сестрами. Что мы делаем? Мы посвящаем и говорим, Господь, я с тобой завет, я посвящаю тебе свою жизнь. И уже живу я для тебя. В церкви, церковь это кто? Невеста Господа. А Иисус нас жених. Опять-таки, отношения между Господом нашим Иисусом Христом и нами, как церковью, они аналогичны отношениям между супругами, драгоценные. И второй принцип, который бы я хотела сегодня озвучить, он также касается уникальных отношений. Но в этот раз Бог желает иметь эти уникальные отношения, чтобы они были уже между участниками этого завета. Между участниками. Не только между ним и нами, но и между теми, кто в этом также завета. Это должны быть отношения любви и единства. Смотрите, отличие кровного завета от всех остальных заветов, которые я говорила, там словесный, трапезный, он состоит в том,
что в этот завет вступала вся семья. То есть один человек заключал завет, но за ним вся семья вступала в этот завет. И со стороны Бога в этом завете вся его духовная семья. Мы все в этом завете. Скажите, пожалуйста, а что касается наших физических семей? Тут как быть? Они тоже, мы с вами вступили в заветные отношения, и они автоматом все вступили в эти заветные отношения? Да, нет. Драгоценные, нет, не вступил никто, потому что спасение по личной вере. И знаете, не обольщайтесь. Смотрите, что сказал Иисус в Матфея 12 главе 50 стихе. Он сказал, что... Кто он сказал? Там сказать, там мама пришла, там мать пришла, там братья твои. А он сказал, что исполняющий волю Отца моего, это мой брат, сестра и матерь. Услышали? Вот о какой семье говорит. То есть наша семья духовная, вот она, церковь, Господь. Мы в семье Бога. Мы в одной семье с Богом. Но скажите так, а как же семья физическая? Господь, наша семья, вернее, драгоценная, наша семья под особым прицелом Бога, когда мы приходим к Нему, тем более, и написано, что родители святы, дети святы, и муж освящается там женой, и жена мужем, и так далее. То есть под прицелом Бог работает с их сердцами, но спасение каждый получит по своей личной вере. Не заблуждайтесь. В Ветхом Завете израильтяне, как этот завет, как мы его отследили, в Ветхом Завете израильтяне, они, как члены одного единого заветного народа, они имели особые обязательства друг перед другом и должны были иметь особые отношения. И это все прописано в Исходе с 21 по 23 стих. Я просто скажу хотя бы пару таких отличий. Как они должны были... Например, если у него был раб, у кого-то в израильтяне был раб-израильтянин, он не имел права продать его иноплеменникам. И он должен был его отпустить в 7-й год бесплатно. Понятно, да? То есть отношения, они были другие, чем между другими народами, которые в этих заветных отношениях не были. А как же у нас в Новом Завете? Что у нас должно быть особенного между нами, участниками этого завета? Иисус нам дает что? Новую заповедь. Новую заповедь. Какую? Иоанна 13:34. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. То есть это как любить? До смерти, драгоценные. И если надо, так умереть. Это кровный завет. И второе, что он говорит, он обращается к Отцу, молится в Иоанна 17, 21 по 23 стих. Там он молится, говорит, да будут они едины, как мы едино. То есть конечная цель Нового Завета – это чтобы достичь такого союза между верующими, такого же качества, такого же свойства, который существует между Отцом и между Сыном. Понятно? Вот к чего было. Драгоценные, для того, чтобы сократить время, я сейчас вам просто перечислю, расшифрую, скажу так, что же значит любить так друг друга и быть в единстве. Потому что это не одна просто фраза, а за ней что-то стоит. Да? И я просто, слайды сейчас вам будут на экране, если кто-то может сфотографировать, потому что я выписала все места Писания, там прописала. Вы можете потом почитать, посмотреть, для себя вникнуть в это, чтобы знать, что в это входит. Итак, кратко просто перечислю. Мы должны снисходить друг к другу, облегшись, вообще милосердие, благость, мирономудрие, кротость, долготерпение, любовь. Умывать ноги друг другу, то есть в смирении служить, драгоценные, служить друг другу любовью, служить дарами друг другу, носить бремена друг друга, прощать друг друга. И много-много раз написано, что мы должны любить друг друга, принимать друг друга, то есть вмещать в свои сердца разных людей, повиноваться друг другу в страхе Божьем. Назидать друг друга, наставлять, увещевать, приветствовать друг друга целованием, научать и вразумлять друг друга.
предупреждать друг друга о почтительности, утешать друг друга, быть внимательным друг к другу, поощрять друг друга к любви, добрым дарам, исповедовать свои грехи друг другу, молиться друг за друга, ходатайствовать друг за друга в духе, быть гостеприимными друг к другу, подчиняться друг другу, облегчив смиренно мудрее, быть друг к другу сострадательными, братолюбивыми, милосердными, дружелюбными, смиренно мудрыми. А все, что касается злых дел драгоценных, не делать другим того, что не хотим, чтобы делали нам. Вот и все. Это все драгоценное, это все заповеди Нового Завета. Это заповеди. И если, согласно Иоанна 14 главе, кто любит Бога, тот исполняет заповеди Его. Понятно? А кто не любит, тот не исполняет. Так написано черным по белому в Писании. Смотрите, обязательства каждого завета, и Ветхого, и Нового, они распространяются в двух направлениях. Следующий слайд. Двух направлениях. Вертикально, это между Богом и человеком или народом всем, да? И горизонтально, между участниками этого завета. Мы с вами подходим к концу. Мы должны понять, что Бог, Он не отделяет себя ни от своего народа, да, ни от какого-то конкретного человека. Смотрите, написано, что Новый Иерусалим – это скиния Бога с человеками. Аминь. Иисус – глава чего? Церкви. А церковь – это тело Христа, да? Где все мы с вами члены, взаимосвязаны друг с другом. И Бог не отделяет себя от человека. Соединяясь с Господом, есть один Дух с Господом. Мы с Ним едино. И наши тела – храм живущего в нас Духа Святого. Аминь? Аминь. Смотрите, драгоценные, к чему все это я веду? Если Бог принял какого-то человека в свою семью, то есть Он родил его, так мы, согласно 1 Иоанна 1:5, 5:1, мы что должны делать? Если мы любим родившего, то должны любить и рожденного от них. Понятно? И это не вопрос выбора, что я хочу, люблю, а этого прощу, а этот мне не нравится. Это не вопрос вообще выбора, драгоценные. Это, понимаете, если мы любим Бога, мы должны любить и Его детей, которых Он любит и принял их в свою семью. И вот это есть истинное проявление любви к Богу. Мы должны принять это решение. Мы должны осознать, что мы в завете, и этот человек в завете с Богом. Это семья. По-другому мыслить немножечко. Так какой же вывод мы можем с вами сделать, исходя, как нам жить по Новому Завету? Драгоценные, я хочу вас призвать, потому что здесь многие те, которые ходят уже давно в церковь. Конечно, для новеньких сегодняшняя тема была сложновата, я понимаю. Но к чему я хочу призвать? Что мы должны взрослеть. Мы должны переходить в эти взрослые, зрелые отношения с Господом, где есть не только наши права, но есть и обязанности. Где есть, как в каждой физической семье, любовь, верность есть, единство есть, посвящение есть. Это близость, геноска есть. Понимаете? И также мы должны понимать, что если мы живем в царской семье, то мы должны жить по царскому закону. И любить друг друга, да? И мы должны поступать с другими так, как хотим, чтобы поступали с нами. Поэтому, драгоценная, на этом я эту огромную тему, но очень важную, заканчиваю. И хочу вас ободрить и сказать: вникните, и слово переслушайте, и почитайте слово. Много есть книг на эту тему, но если вы поймете эту тему, вы не останетесь прежними. Это изменит всю вашу жизнь. Благословляю.